Салют, дорогая республика! Проснувшись утром, очень важно встать с уютной кровати с правильной ноги. Если начало вашего дня пошло по иному сценарию, студия 11 исправит положение. Мы добавим радости иным способом. В этом выпуске мы расскажем не одну интересную историю. Обязательно рассмешим вас и, конечно же, напомним о важных жизненных моментах. И вот какой будет первая часть выпуска. Ангелы в белых халатах. Сегодня Международный день медсестры. Романтики с большой дороги. О том, как уличные музыканты Сыктывкара поднимают настроение горожан. Регион 11. Наши танцоры стали серебряными призерами чемпионата мира по хип-хопу. Сегодня свой профессиональный праздник по всему миру отмечают медицинские сестры. Они главные помощники врачей, без них не обходится ни одно лечение. Медсестры – это самая многочисленная категория работников здравоохранения. А между тем, сама профессия появилась намного раньше, чем ее название. Первые медсестры не имели медицинского образования. Обычно за больными и умирающими ухаживали служительницы церквей. В России же профессии медсестры дал начало Петр I. Царь подписал указ о назначении монахинь в госпитале, после чего женщины стали добровольно вступать в ряды сестер милосердия. Со временем значимость медицинских сестер лишь усилилась, и мы говорим вам огромное спасибо за труд и заботу, что вы оказываете ежедневно. Коми богата на таланты, и встретить их можно где угодно. На улицы городов выходят романтики с большой дороги, и это не разбойники, как вы могли подумать, а самые настоящие творцы. Любители и профи в одиночку, в паре или целыми группами дарят прохожим хорошее настроение во имя искусства. Алена Туркина узнала, как звучит город. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Ребята, ну сначала бы вам хотелось сказать спасибо за то, что дарите городским жителям и гостям столицы такое прекрасное музыкальное настроение. У вас какое-то название есть или вы так без названия играете? Да нет, мы не являемся музыкальной группой как таковой, мы просто сборище по музыкальным интересам. И давно ли у вас получилось собрать такой вот музыкальный уличный оркестр? С прошлого года. Как много человек в вашем коллективе? Вы вдвоем всегда играете или все-таки есть те, кто к вам время от времени присоединяется? Нет, у нас, скажем так, ненормированное количество коллектива. У нас людей вот от одного и до хоть целого города. Потому что постоянно, когда вот мы сидим сами, вот где играем, к нам подходят постоянно знакомые, либо вместе с нами играют, либо просто мимо проходят. Но бывает так, что реально у нас собирается где-то вот до 10 человек, чуть ли не до 10 человек. Как вообще люди, прохожие, реагируют на такой музыкальный перерыв? С радостью ли они к вам подходят? Или кто-то там бубнит, кряхтит, потому что нарушаете тихий режим? Ну, всегда по-разному. В основном те, кто там радуется, там попросит что-нибудь сыграть. Но бывали, конечно, моменты, когда там, кто-то что-то скажет там про себя, какой-нибудь недовольный человек. Но таких всего лишь 2 или 3 помню. Из чего слагается все-таки ваш музыкальный плейлист? Вот это современные песни, это популярные песни или это те песни, которые нравятся именно вам? Люди, которые вообще выходят играть на улицу, они это делают, потому что они любят петь либо играть. Вот. И, соответственно, они любят петь и играть те песни, которые им самим нравятся. Соответственно, репертуар подбирается из своих музыкальных вкусов. Что нужно знать тем, кто хочет на улице играть, выйти, но все не решается? Вот у вас уже большой опыт, целый год. Вот. Что посоветуете тем, кто еще пока немножечко трусит? Да просто перестать трусить, в этом нет на самом деле ничего страшного. Вот как я выходил тоже, было немножко так не по себе, некомфортно. Я потом глаза закрыл, представил, что я у себя дома играю. Но это не особо помогало, я потом привык больше сам. Какие места самые проходимые и где вас 100% будут слушать? Таких мест на самом деле много, но подбор учитывает как раз такие места, где люди чаще в большом потоке проходят мимо, где они точно будут останавливаться и где у них будет время, собственно, послушать, а не просто вот пройти мимо, как проехать на поезде. Чаще всего это
перекрестки, это вот близ каких-нибудь кафешек места, либо парки. Вот как раз люди проходят не особо, могут не спешить, потому что перекресток еще нужно будет пройти, а поэтому им придется нас выслушать, возможно, даже поаплодировать или высказать свое мнение. И все-таки музыканты уличные, они играют все-таки больше для себя или для зрителей? Ну, по факту так-то для зрителей, чтобы поднимать настроение. Ну, не просто ж так. Таким образом, человек, который выступает, он еще работает над собой, над своей скованностью, если, вот, к примеру, он действительно работает над собой, чтобы в дальнейшем, потому что это очень сильно помогает. Особенно, когда ты разговариваешь с людьми, там, к примеру, большая же часть музыкантов — это же студенты. Им это очень сильно поможет, к примеру, при устройстве на работу, вот как раз при прохождении собеседования. Потому что человек уже не боится как раз показать себя на публике. Соответственно, он будет один на один с работодателем разговаривать более свободно. Ребята, вы не мерзнете? На улице +3, как бы прохладно. Да мы привыкли уже. Суровые северные парни. Ну ладно, совсем скоро будет лето, будет больше слушателей, руки мерзнуть не будут. Спасибо вам большое за ваше творчество. Надеюсь, что благодарных слушателей будет как можно больше. В нашей республике много ярких и талантливых творческих и спортивных коллективов. Один из таких – «Регион-11», команда, представляющая наш край на всероссийских и международных турнирах. Достаточно сказать, что девочки трижды становились чемпионами мира по хип-хопу. Это помимо других соревнований. И вот недавно стали серебряными призерами чемпионата России 2022 года. Северин Арпа пообщался с представителями уникальной команды. Как попали на этот турнир? Были какие-то отборочные этапы? Ну, получается, вообще изначально мы перестали ездить на данный чемпионат, но в итоге, получается, в последний момент решили все-таки поехать, подготовиться. Заявились, да? Да, вот, и поехали соревноваться. Сколько было соперников у вас? У нас в категории была 21 команда. И все тоже большие, из разных городов, да? Угу. Из каких городов были? Кто запомнился? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, да. Красноярск. Кто основные конкуренты вообще? Красноярск. Там есть сильные команды. То есть там хип-хоп банды сильные, да? А с кем-то общались с ребятами? Какие были настроения среди участников? Такие все ходили друг на друга или наоборот? Привет, привет. У нас есть команда в нашей же категории с Чебоксар. Мы с ними очень хорошо общаемся. Вот с ними, да, а вот с остальными нет. То есть остальные были такие немножко настороженно, да? Хотя после нашего финала к нам подошла одна команда сфотографироваться на память. Ну, то есть произвели фурор, можно сказать, да? Всем понравилось наше выступление. А что главное показать в групповом танце? Синхронность, эмоции. Долго ставили вот этот номер, который показал хорошо себя? К нам хореограф приезжал, получается, 2 раза. Поставили сначала первую часть программы, потом вторую, и потом мы ее гоняли, тренировали. Вообще наступает какой-то момент в тренировках, когда думаешь, все, мне так надоел этот номер уже? Да, есть такие моменты, когда уже по два раза в день тренировки, и ты уже начинаешь... Только не эта музыка. Я знаю, что вы тренируетесь 2 раза в день, да? И утром, и вечером. Как успеваете учиться? Также после тренировок утренних на учебу, потом после школы снова учебу, потом снова на вечерние тренировки. Ну вот у вас большой коллектив, как в поездках себя ведете? Поездки на самом деле у нас очень хорошо проходят. Мы еще больше сплачиваемся, вот. Мы очень дружная команда. Да. То есть вы не только вместе на сцене, но и по жизни тоже? По жизни тоже. Все друг с другом хорошо общаются. Ну и напоследок, чем вас привлекло направление хип-хопа? Это больше как командная работа, интересно узнать каждого человека по отдельности, также развитие. Интересно познавать что-то новое для себя. А для тебя? Меня вообще изначально мама сюда привела в 5 лет, и получается сначала была аэробика, а потом мы перешли на хип-хоп. И получается, меня это все закрутило, и я как бы живу жизнью такой: хип-хоп, танцы, команда. Подрастающее поколение есть? Есть. Да? Ну что можете сказать девчонкам, которые стесняются? Стоит приходить в хип-хоп? Никогда не стесняйтесь, просто делайте то, что вам нравится, и вы будете получать от этого удовольствие, и вас заметят. А ты что скажешь? Не стесняйтесь, делайте, что хотите. Да, это самое главное в начинании.
Ну что, спасибо большое. Друзья, через мгновение тот самый номер, с которым девчонки заявили себя. What your name is? Away that! Happy day, girl. Turn it up, turn it up, turn it up. I did the run to my head out. I wanna rock right now. I'm raw bass and I came to get down. I'm not internationally known, but I'm known to rock the microphone because I get stupid. I mean outrageous. Stay away from me if you're contagious, cause I'm a winner. No, not a loser. To be an MC is what I choose, a lady. To rock the microphone. А теперь полезная информация для всех любителей шоколада. Я и сам к ним отношусь, особенно если дело касается любимой сладости в прикуску с кофе. Сочетание ароматного напитка с шоколадом нравится многим, однако злоупотреблять таким комбо не стоит. Диетологи предостерегают, кофе в сочетании с шоколадом способно вызвать изжогу. Эти продукты лучше разделить. Кофе пить отдельно, например, с пастилой или мармеладом, ну а шоколад с чаем. Будьте здоровы! И вот пару советов, как же сварить вкусный кофе в турке. Да так, чтобы кофейная гуща никуда не убежала. Необходимых тонкостей, если хотите сварить вкусный кофе в турке. Помол должен напоминать пудру. На 1-2 чайные ложки кофе должно быть полстакана воды. Перемешайте кофе в джезве, чтобы убрать все комочки. Время приготовления 2-2,5 минуты. Следите за шапкой из кофе, чтобы она не разрушилась. 1 джезва, 1 чашка. После приготовления подождите 10 минут, пока кофе остынет и осядет. Ну что, прервемся на небольшой перерыв и сделаем кружечку кофе. После чего обязательно продолжим наш инфозабег. Не переключайтесь. В эфире информационно-развлекательная студия 11. В нашей программе вы не услышите скучных историй, лишь позитивные сюжеты и интересные новости. И вот что ожидается в следующие 10 минут. А не спеть ли нам песню? Со сцены культурного центра Шудлун прозвучали хиты прошлых лет. Пушистые вредители. Как обезопасить дачный участок от мышей и кротов? То, что зависит от нас. До конца голосования за объекты благоустройства в Коми осталось пара недель. В Эжвинском районе Сыктывкара в культурно-досуговом центре Шудлун прошел фестиваль-конкурс «Песня далекая и близкая». Участниками стали непрофессиональные исполнители, а на сцене звучали хиты прошлых лет. Северин Арпа окунулся в музыкальную ретро-атмосферу. Этот вечер изначально обещал быть с нотками ностальгии, ведь песни, которые подготовили конкурсанты, самый настоящий флешбэк для тех, кому нравится музыка 80-х, 90-х и 2000-х. Есть спрос на такие песни, есть спрос на таких артистов. И артисты, которые не профессиональные, они очень хотят выступать на нашей сцене именно с этими песнями. 20 номеров, а участников чуть больше, потому что есть малые формы. Трио, дуэт и квартет. Призы, сертификаты в музыкальные магазины, чтобы они могли себе что-нибудь купить. Выступления участников оценивали почетные гости и профессионалы, которые для себя определили критерии качественного музыкального номера. Во-первых, они показывают их профессионализм, как они могут держаться на сцене. И главное, конечно же, это чистота интонирования. Первыми микрофон в руки взяли солисты. Зрители могли поддержать конкурсантов на танцполе. Лучшим в своей возрастной категории номинации «Соло» стал Виктор Цветков. Да, я вообще первый раз принимал участие вообще в каком-либо конкурсе, именно творческом.
Обычно как бы пою в ансамбле казачьи песни. То есть на конкурсах, конечно, участвуем там, но это все равно хор, а тут как бы сольно решил попробовать. В номинации «Соло» в своей возрастной категории красиво исполнила песню Оксана Бенгерт из сыктывкарского поселка Трехозерка. Я ни капли не тушуюсь, отдаю тебе любовь свою большую. Среди ансамблей в категории от 16 до 25 лет победил дуэт Виктории Павловой и Алены Гладкой с хитом от певицы «Максим». Прозвучало еще много красивых песен, в том числе символичная «Музыка нас связала» группы «Мираж» от гостей из Кайгородского района. Но настоящим хитом стала номинация «На белом покрывале января» Сергея Васюты и группы «Сладкий сон». Честно говоря, я не ожидал вообще, что я могу тут выиграть что-то там. Ну, я так для души приехал, ну, спою. Все конкурсанты получили заслуженные награды, в том числе специальные призы от почетных гостей. Организаторы и участники убеждены, музыкальное событие станет традиционным и более масштабным. Май – тот самый месяц, когда пора уже брать в руки грабли, секаторы и лопаты и готовить участок к новому дачному сезону. Одна из главных проблем садоводов – грызуны. С наступлением тепла они выбираются из своих нор и портят корни растений. Под раздачу могут попасть как плодово-ягодные, так и овощные культуры. Как бороться с вредителями, расскажет специалист. В этом году очень много от дачников поступает обращения по поводу мышевидных грызунов. У многих разрыты участки дачные, были съедены и повреждены у кого-то чеснок, у кого-то луковичные растения декоративные, у кого-то даже кто-то оставлял морковку на зиму. То есть какие наши рекомендации? Не надо захламлять участок. Мы просим дачников, чтобы они убирали все. Эти линолеум, опилки. Все это создаются хорошие условия для того, чтобы мышевидные грызуны перезимовали именно на вашем участке. А если вы еще оставили растительные какие-то остатки, не убрали с осени, то добро пожаловать к вам на участок. А какие методы борьбы сейчас, на сегодняшний момент? Во-первых, они с этого участка уйдут, когда вы начнете работать. Они не любят, когда их тревожат. Второе, что нужно сделать, ветошь пропитать березовым дегтем. Он очень хорошо отпугивает. И имеет резкий такой специфичный запах, который, собственно, будет на них очень хорошо влиять. Они будут уходить с участка, не будет уже вас тревожить. Но, опять же, на какой-то определенный момент. В прошлом году был прогноз по вредителям, по многоядным, и нами было озвучено, что в этом году мы столкнемся с увеличением численности и распространением вредителей, потому что был плодородный год, уродился хороший урожай, были и ягодные, и также картофель был хороший, то есть хороший был год. И не только для растений, но также и для мышевидных грызунов. И не только для них, для всех вредителей, в принципе. В этом году будет аналогичная ситуация, то есть они призимовали хорошо, мы это уже увидели, вредоносность их высока, они даже себя под снегом очень хорошо чувствовали, собственно, для них все условия были благоприятные для перезимовки. Сейчас весной для них нет никаких препятствий, даже на самых влажных участках мы это уже, собственно, видели на полях, они себя хорошо чувствуют. Комфортная жизнь не ограничивается стенами нашего дома. Очень важно и выходя на улицу быть довольным окружающей средой. Благоустройство общественных территорий в Коми проходит уже много лет, но только в этом году выбор локаций для улучшения условий делают сами люди. До 30 мая жители 8 городов и 1 поселка в республике могут поучаствовать в голосовании по выбору объектов для благоустройства. Принять решение можно на сайте, который сейчас вы видите на экране, через приложение госуслуги или при помощи волонтеров. В этом году в голосовании участвуют Сыктывкар, Усинск, Сосногорск, Ухта, Емва, Печора, Воркута, Инта и даже поселок Жешарт. На выбор представлено больше 30 общественных мест и дизайн проектов благоустройства.
Светлана теперь точно знает. Есть парк в центре города. Сергей Витальевич захотел новую площадь. Получил. А Мария Иванова нашептала нам, что детская площадка Моих рук дело. повлиять на благоустройство своего города может каждый. Выбирайте проект и голосуйте за его реализацию на сайте загородсреда.ру. Если в вашем доме нет кота и вы до сих пор раздумываете, обзавестись или нет пушистым любимцем, мы готовы рассеять ваши сомнения. Ведь коты могут быть не только милыми, но еще и полезными. Сами посмотрите. На этой мурчащей ноте у нас все. Студия 11 лишь ненадолго прощается с вами. Увидимся уже завтра. А пока, друзья, дарите друг другу улыбки и не скучайте. Пока-пока.